Привет, мои дорогие друзья, подписчики и те, кто заглянул случайно, не случайно на мой канал. С вами Инесс. И общий расклад давайте сделаем на тему его тайные мысли о тебе. Для тех, кто впервые на таком мероприятии, могу пояснить. Общий расклад — это такое рекламно-развлекательное мероприятие. Часто бывает, что попадаем в чьи-то энергии, и расклад воспринимается как личный. Но все-таки народу много, не всем так везет. Кто-то кому-то бывает частенько, проигрывается. Для личных консультаций пишите в WhatsApp, Telegram. Можем посмотреть лично вашу ситуацию. А тут кому как удастся, кому как повезет. Давайте глянем, кто вы у меня сегодня. 4 мечей. Вот она, страдалица пришла. Или страдалец, мальчишки. Переворачивайте на себя. 4 мечей. На данный момент времени, не то, что вы вообще такая безвольная какая-то амеба. Нет. На данный момент вы в таких энергиях. Это, как маленькая смерть, карта такая. Нет энергии, нет сил, нет желания, что-то делать. Может быть, кто-то действительно и болеет и в физическом смысле. Это тоже карта про это может говорить. Усталая, разбитая, раздавленная личность сейчас к нам пришла. И, естественно, эмоциональное состояние тоже тут проглядывается не лучшее. Давайте еще чуть-чуть посмотрим. Так, с чем это может быть связано? С мужчиной, которого вы любите. Ваш кубок тут любви был наполнен. И мужчина вроде как с любовью. На данный момент, показывают, человек закрылся от вас. Тут прям девятка жезлов. Это о том, что может и блок, и просто не выходит на связь, исчез вообще с горизонта. Тут прям любимый мужчина так вас довел сейчас до этого состояния, ситуацию с вами. Давайте посмотрим, кто этот человек, которого вы привели. Все логично. Отшельник. Товарищ отшельник удалился на подумать. Что тут могу сказать? Вообще, как сигнификация, тут человек может быть действительно в таком достаточно зрелом возрасте. Не прям старец фура, не обязательно, но прям такой не малышок, не пажонок, взрослый человек и одинокий на данный момент. Может быть, он не только от вас тут отгородился, от всех. Ах. Как без этого? Почему ко мне все время эти треугольники, липнут? Королева жезлов какая-то тут вмешалась. Он на выборе, 2 жезлов. И он отгородился, получается, не от всех. Не от всех он отгородился от вас, потому что сейчас у него все хорошо. 9 кубков, человек наслаждается ситуацией. С этой именно королевой жезлов. Ведьма какая-то влезла. Ведьма влезла. Шестерка жезлов. Чувствует себя победителем. И туз мечей. Туз мечей — это, видимо, про вас. За новой любовью пошел человек. Странная ситуация сегодня пришла к нам тут на стол. Хотели его тайные мысли о тебе посмотреть, но тут что-то уже сразу как-то думает он вообще не о вас. Но по подсознанию все равно мы поковыряем немножко сейчас. Что-то все равно по-любому есть, если между вами. Давайте посмотрим, какие отношения между вами были. Кто вы для него? Вы жена его? Офигеть. Ой, простите, пожалуйста. Вы его жена. 4 пентаклей, моя собственность, такая прям очень, очень близкие были отношения. И вы императрица. Жена, императрица чаще всего это прям официальный брак. Но может быть просто у вас там гражданский брак, может быть дети у вас общие. Обалдеть. Обалдеть. Кто вы для него? Вы его главная женщина в жизни, императрица. Мать детей. Понес свой пентаклик этой королеве жезлов.
Тройка мечей. Опять треугольник вылазит. Ой, что ж такое, девчули? Ну, давайте что-нибудь полегче. Что такое? Ну, треугольник тут, ребята, однозначно. Вы тут со стороны императрицы, да, со стороны супруги, брошенной, покинутой. Вот. Ну, давайте посмотрим, какой он сам по отношению к вам сейчас. Девятка мечей. Ну, он, вот, да, он тут позиционирует, что между нами все кончено. Девятка мечей. Боль, да, не зря вы в четверке мечей вышли. Боль от предательства. Ой. А у него тоже по этой карте душенька-то не на месте, все равно. Совесть, видимо, есть. Все равно, как бы там ни происходило. Вот. Его тоже мучают какие-то тут ночные кошмары. Не все потеряно, значит, для него. Карта мира. Тут еще, да, что может между вами может быть большое расстояние. Ну, по карте мир, да, может проиграться. Но в основном по карте мира это вот, да, для него, что мы спросили, какой он сам по отношению к вам. Он вам мог прям проговорить там, да, что между нами все закончено. Как бы вот конец, я ставлю точку. Ну, конец концом, а на самом-то деле его к вам очень даже сильно притягивает. И Иерофант опять, да, намекает на то, что тут все-таки официальный брак, может быть, кто-то там венчанный, да, там, ну, церковный брак, там, ну, какой вере, смотря вы как бы принадлежите, да, ну, вот не только перед людьми, но и перед Богом вы тут супруги. И вот это в новое, во что он пошел, оно как вот туда такой какой-то, не знаю, ощущение капкана. По жезлу куда-то рванул, но и вот его оттуда тоже не отпускает уже. А вы для него сила. Вы для него мощь. Что думает о вас? Ой, ну, он говорит, зря тут, типа, спорит со мной. Ну, вы, видимо, как бы, да, уговаривать пытались или пытаетесь. Все у нас будет хорошо, все у нее будет хорошо. Новые дороги открываются, новые пути. Ну, все так у тебя просто. Когда вот ты уходишь к кому-то, да, и оставляешь человека наедине с собой, тут как бы две большие разницы. Вот, да, вот при расставании. Он считает, что вы зря ерепенитесь. Ну, так успокаивает, да, успокаивает. И все у тебя, вот еще у тебя и мужчина будет, еще и не один, и муж, и любовник. Вот после вот этих, как бы, да, разрушений. Ой, только не говорит, как вам вот после этих разрушений, да, себя в кучу собирать. А так он говорит, у тебя все будет хорошо. Вот мужчина уже тут на пороге практически стоит, будущий муж. Вот только вот после этой башни как-то соскреби себя с асфальтом. Ну, вообще понимает, что вы жертва обстоятельств. Ну, как бы в чем-то винит вас. Злится, знаете. Вас даже не в чем обвинить. Потому что вы реально ему больше давали, чем он вам в отношениях. Вы как бы вот всегда плечо подставите, всегда рядом, да, там за его спиной подавали ему там патроны, там, ну, в любой ситуации. Всегда за него. И его-то злит. Вы какая-то, да, получаете, как святая тут около него. Так, что в его подсознании все-таки по поводу вас? Ой, мутняк. Тут человек или реально, ну, знаете, бывает, как там седина в бороду, без в ребро. Вот как в детство впал, да, не соображает вообще, что делает, не какие-то неестественные для него поступки. Вот, это один момент. Что еще по Луне? Это алкоголь. Алкоголь может быть по Луне. И по Луне также магия. Да, что человек под магией. Ну, давайте посмотрим, делает ли это жезловая королева. На него какое-то влияние делает. Не сама, скорее всего, она обращается. Да. Любятину делает, порчу.
Ну, не для всех, конечно, проиграется, да, но для многих может. Тут прям, ну, тут прям воздействие. Или, да, прям пьет вместе с ним так прям сильно, да, у кого там какая ситуация, но вот он прям не со свежими мозгами, не с ясным умом. Луна это всегда непонятки какие-то. И вот королева мечей. Тут помощница у нее есть. У кого-то проиграться может, да, как какая-то там советчица, близкая подруга. Но у кого-то прям практик, к которому обращались вот за двойку кубков, чтобы сочинить. Так, его истинные планы. Ой, давайте чувства сначала посмотрим, да, потом планы. Его истинные чувства к вам. Ой, чувства. Вот знаете, и к вам тянет тоже. И вот колесо фортуны, да, он между вами двумя мотыляется, ну, образно говоря, то к вам, то к ней. И тоже, да, вот делает на него вот эта мадам что-то, влияет как-то, а стрелки на вас тут переводят тоже. Да, вот что это вы ведьма, это вы ведьма. Ой, красота какая. По планам развод в своей легкой этой приятной компании. Да, там уже все решили. Юстиция. Это прям развод. Ждет развода. Что бы он мог вам сказать? Чтобы хотел. Да, если вот сейчас как-то разговор состоялся. Слушайте, ну ему прям однозначно, ну, мозги загадили вот этой информацией, что это вы опять, да, опять маг, вы на него магичите. И всю жизнь этим занимаетесь. Это вранье. Прямо ему в голову вложили эти мысли. Ну, для кого, да, вот эта сторона жизни неприемлема, вот эта магия вся туда-сюда, что вы как бы всю жизнь все по-вашему, вы рулили все время в отношениях, вы все время вот как вы захотите, так и будет, все время свою какую-то там правду продавливаете, в общем, манипулируете, и все это бесконечно, и все такое. Ой. Так, какие перспективы вашей пары тогда посмотрим? Слушайте, тут для большинства может проиграться, что вернется. Ага, 6 мечей. Тут прям дорога к вам. И карта шута дурака. Вот, ну, как там наиграются им, похоже, да. И, ну, как обнулят ситуацию. У вас тут есть большая вероятность, что начнете сначала. И вы как друг без друга тут не можете все-таки. И он без вас чахнет как-то. Хотя, конечно, позиционирует себя сейчас по-другому. 6 кубков. Скучает. 6 мечей. Это дорога к вам. Давайте посмотрим, как у него там будут тогда с этой мадам развиваться события. Она-то мечтает, смотрите, что тут все понарисовала, красота какая, что она за него замуж выйдет, тут все, и причем такое все пентакливое, у нее прям новая жизнь какая-то начнется, я не знаю, может он у вас сильно богатый, там, по ее мнению, может на ее уровне, и тут все прям вот все пентакли в ее лапки стекутся, а в итоге еще тут она получит 8 кубков, разочарование и уход со своим вот этим полупустым кошельком и свалит. Да, но у нее тут ничего не получится. А почему? А потому что нечего. У вас вот, видимо, пара, да, за вашу пару тут высшие силы стоят. Да, крылья. Ваш союз свыше благословлен, а она влезла, змеюка, влезла в эти отношения. Вот не всегда магия срабатывает, да. Ну, тут реально прям воздействовала на императора. Ну, самым простым путем пошла сначала, да, добралась до жезла и пошла жара. Ну, так, намекаю
пацаны, никто не может вас замагичить, пока вы свой жезл, в общем, ну, куда не надо, не пристроили. Ненадолго. Вот ты вроде хотел ненадолго, а получилось вот так вот. Так это работает. Пока вроде так хихи-ха-ха, еще можно выйти сухим из воды. Как только пристроился, не в добрый час, не к тому месту, пожалуйста, тут сразу начинает все это работать. В общем, у нее ничего не получится. Это эти, ну, как бы, ее мечты о пентаклях, они останутся только мечтами. Да, 4 кубков, опять-таки, это тоже отказ. В общем, тут, в принципе, да, очень, как бы, расклад тяжеловато шел, грустным шел расклад. Ну, правда, очень печальная ситуация. Но итог может быть очень даже неплохим. Тут какая-то, может быть, не сильно настойчивая соперница, может, там найдет кого-нибудь по перспективнее, быстренько там переметнется. Но тут большая вероятность, что ваша семья, ну, восстановится. 10 кубков. Потому что тут настоящая любовь, тут истинная любовь. Так, вам советик, девочки мои красавицы. Ну, посмотрите, какой совет. Во-первых, то, что вы звезда, да. Не говорю там, что вы там, да, блистаете прям, как в общепринятом смысле, да, звездном. Но вот для этого человека вы звезда. Плюс еще не забывайте, что вот у вас очень реально сильная энергетика сама по себе. Там, занимаетесь вы какими-то практиками или нет, вы сильный человек. И ваши мысли, ваши желания, они материализуются. Просто, ну, нужно немножко времени. Вот если вы желаете, чтобы ваша семья восстановилась, вот тут, ну, вы звезда, ваше желание будет исполнено. Вот. Ну и вообще просто не забывайте о своей прекрасности. Вы прекрасны даже вот в такой ситуации, в омороченных мозгах каких-то там, да, вашего императора, он все равно о вас ну, думает, как бы, да, хорошо. Он все равно вашу ценность не умаляет. Ну, хотя бы для себя самого там, да, он может никому об этом не говорить, но внутри вот так видно, вот показал, что вы для него тоже ценная ценность. Вот такой расклад удивительный сегодня получился, ну, для меня. Всем спасибо за внимание. Всем пока.